Конечно же, человек должен постоянно получать новые знания. У вас просто безграничные возможности рассказать о Якутии всей России. Сегодня вот вопросы постобразования, они очень важны. До конца года 10 лекций будет проведено. Как ходить в музей и не заскучать? Мне было очень интересно узнавать про традиции Якутии. На ваш взгляд, как могло бы идти у нас развитие? Вы действительно столица. Я эту штуку уже видела в Инстаграме. В Якутске много интересных блогеров. Они имеют очень хорошие перспективы. На самом деле было и весело, и возникло очень много вопросов. Поэтому им необходим какой-то выход. До конца года 10 лекций будет проведено. Это будет очень интересно, спасибо. Чтобы постоянно развиваться, быть востребованным специалистом, конечно же, человек должен постоянно самосовершенствоваться, должен постоянно получать новые знания, причем не обязательно в той сфере, в которой он работает. И с этой точки зрения сегодня вот вопросы постобразования, вопросы получения новых навыков, новых каких-то знаний в тех или иных отраслях, они очень важны. Об этом мы сегодня поговорим с известным нашим российским культурологом, музыковедом, с Анастасией Четвериковой. Всем добрый вечер, меня зовут Настя Четверикова. Анастасия Четверикова – культуролог, музыковед, лектор ряда крупных лекториев, таких как «Прямая речь» и «Синхронизация», автор и ведущая популярного подкаста «Искусство для пацанчиков». Настя, вот вы в Якутске уже несколько дней, побывали здесь в многих музеях, посмотрели интересные выставки, поговорили с людьми. Мне было очень интересно узнавать про традиции Якутии, и мне прям хотелось, чтобы мне кто-то сейчас сел и рассказал об этом, потому что я еду сюда, и я знаю, что я увижу здесь и архитектуру, и скульптуру, и потрясающих ваших художников и так далее. На ваш взгляд, век высоких технологий, век цифровых решений, живые лекции привлекают огромную массу людей. А с чем это можно связать и как это объяснить? Ну, действительно, много очень людей, которые просто зациклены на работа-дом. Поэтому им необходим какой-то выход. Тем более, что очень многие мероприятия сейчас меняются в интеллектуальном формате. Я знаю, что, например, в Якутске проводится множество квизов. Это не просто прийти в ресторан, да, и отдохнуть, но уже поучаствовать в интеллектуальной игре. Это здорово. К тому же очень многим людям действительно хочется развиваться дальше. Эта жизнь вынуждает людей просто более интеллектуально развиваться. Еще мне очень нравится в современных лекториях общение. Потому что люди приходят, их интересует одна и та же тема, и они знакомятся друг с другом, и дальше новые связи, да, это очень интересно. И причем надо нам учиться всем, и детям, и взрослым. Недаром я говорю, что у нас в Якутии мы все должны учиться, начиная с детского сада, заканчивая главой республики. Вот. Это в условиях Якутии, да, в условиях тоже достаточно специфических. На ваш взгляд, как могло бы идти у нас развитие лекториев? У вас просто безграничные возможности на самом деле, по той причине, что, с одной стороны, рассказать о Якутии всей России, и, возможно, можно будет на Ютубе делать какие-то онлайн-лекции о именно якутской культуре. Потрясающая тема — это Арктика. Вы действительно столица, получается, Арктики, изучение Арктики. И я думаю, что вы сами могли бы стать лектором, ненадолго хотя бы, сменить такую специальность, да, и рассказать что-то об этом. В каждом музее есть замечательные площадки. В музее в художественном национальном галерее 2 площадки вообще на 2 этажах. Причем первую там с фортепиано, по-моему, можно даже концертные лекции проводить. Я была в маленьком, но очень интересном музее Мамонта. Я прямо представила, как там будет проходить какое-нибудь интересное мероприятие, и это будет, мне кажется, очень здорово. Ну и, конечно, я бы хотел сейчас пригласить вас, Настя, поехать в музей «Россия. Моя история», где на самом деле у нас достаточно много делается, вот как раз в форме нового, скажем так, видения, в форме каких-то новых подходов, и продолжить наш разговор там.
Вот здесь у нас как раз результаты раскопок ученых, которые проводились в древних захоронениях. И здесь у нас ювелирное искусство и кузнечное дело, боевое оружие. Оно было в достаточно высокой степени уже развития. И, конечно же, вот вызывает восхищение, понимаешь, 14-15 век. Замечательные, на самом деле, произведения. Подождите, я эту штуку уже видела. Это украшение видела в Инстаграме у якутского блогера. Да? Сейчас я найду. Да, вот, посмотрите. И она сама читает лекции, кстати. У нее даже на Ютубе есть лекции про национальные украшения. Она, по-моему, чуть ли не историк. Это историк. Она работает на историческом факультете Северо-Восточного федерального университета у нас. Да, это вот как раз это образ вот этого ювелирного искусства. Вот видите, у вас есть талантливые лекторы, которые еще и себя пиарят в Инстаграме, а значит, говорят простым языком. Соответственно... Хорошо, будем иметь в виду. Все есть. Да, спасибо. Как становятся лекторы? Лекторами это очень интересная штука. Вот лично мне, как педагогу, не хватало академического времени, чтобы рассказать что-то интересное. Поэтому лекторий — это для меня замечательный, для многих педагогов замечательный выход дополнить и для своих учеников, и для их родителей, и для более крупной аудитории то, что они знают, они могут об этом рассказать. Или пишет диссертацию кто-то в институте по какой-то интересной, уникальной теме. Он может ее рассказать простым языком. И еще интересно привлечь блогеров. Потому что в Якутске много интересных блогеров, много интересных личностей, которые, я думаю, могли бы рассказать что-то новое, что-то необычное. А вообще как мотивировать людей становиться лекторами? Да. Финансы. По-другому никак. Те же учителя или преподаватели вузов никогда не откажутся от небольшой подработки. Ну, например, в многих городах, в том числе и в провинции, я знаю, что есть эти решения. Есть система донатов, донатирования. То есть, например, кафе, которое хочет привлечь к себе аудиторию вечером, собирает людей под эгидой какой-то интересной лекции, например, а тот же преподаватель имеет возможность подзаработать. Донатирование — это когда кто сколько может, грубо говоря, да, с всего мира уходит по чуть-чуть. Вот. Либо само кафе, например, может платить небольшую какую-то, ну, все-таки маленькую, да, но помощь лектору. А дальше человека, который туда приходит, стимулировать к тому, чтобы что-то купить. Ну, там, чашку кофе, грубо говоря, да, за лекцию. Это очень хорошая акция. И поэтому, конечно, лекторов все равно в любом случае стоит привлекать вот по двум причинам. Потому что это будет им интересно, выход за рамки программы. И второе, это потому что хоть какая-то будет приработка. Есть ли у нас в стране, вот, в особенности в регионах, успешный опыт такой коллаборации именно региональных властей и лекториев? Вот, например, лекторий «Матчасть» в Краснодаре начался вообще случайно, потому что одна из организаторов будущих этого лектория, она выиграла конкурс общероссийский фонда «Эволюция», который поддерживает как раз лектории. И таким образом у них получилось создать очень интересный лекторий про естественно-научные эксперименты, открытия и так далее. И вот получилось, видите, совместно, да, с каким-то вот фондом. Может ли быть сегодня это коммерчески успешным проектом? Или все-таки здесь роль, опять же, вот еще раз говорю, государственное финансирование, она какая-то определяющая? Все лектории сейчас большие, самые популярные – это частные лектории. Частный лекторий синхронизации имеет поддержку со стороны администрации Москвы, так как при взаимодействии разрабатываются и проводятся совместные проекты. Или новосибирский лекторий «Бар Поток», который в 2018 году открыли для местной IT-тусовки. Сейчас это пример того, как из лектория сформировалась платформа именно для развития бизнеса. Или лекторий «Прямая речь» в Москве, который существует не так много времени. Поначалу собирались очень маленькие залы, и все было очень локально. Сейчас билеты на лекции выдающихся спикеров сложно достать, а огромные залы не вмещают людей, которые хотят послушать. Выбор площадок для лекториев, тем и так далее, он все-таки чем обусловлен, на ваш взгляд? Конечно, тем, что интересно людям. На многих площадках и лекториях сейчас профессиональных в них работают маркетологи, которые оценивают, интересен этот формат или интересна ли эта тема публике или неинтересна. Мало того, выбираются площадки очень многие для того, чтобы привлечь внимание к площадкам. Можно даже придумать конкурс в рамках вашего блога. Можно объявить конкурс тем, а потом уже и конкурс лекторов интересных, да, которые могли бы выступать на хороших площадках города, на как раз которым стоит привлечь внимание к тем же, например, музеям. А что, лекторский проект Ильдархан, по-моему, звучит очень неплохо.
Свой визит в Якутск Анастасия Четверякова завершила мастер-классом для якутских коллег, целью которого стал обмен опытом в проведении лекториев и обсуждение методов привлечения молодежи в музей. Сегодня мы поговорим о такой веселой достаточно вещи, и правда, это фан-лекция. Как ходить в музей и не заскучать, или не уснуть. Это тоже была одна из версий названия. Я за то, чтобы люди ходили сначала в музей, даже иногда неподготовленными, и получали впечатление. Просто впечатление. Первое впечатление очень важно. Чистое восприятие, оно иногда гораздо сильнее и ярче может уловить те нюансы, которые мы интуитивно уже не можем уловить, потому что у нас бэкграунд. Мне на самом деле было и весело, и возникло очень много вопросов. Хочется многое изучить, еще раз себя перепроверить. Получила очень много информации. Я думаю, что такие лекции были бы, безусловно, очень интересны молодежи, детям, школьникам. То есть, когда какие-то серьезные мероприятия в музеях сопровождаются интерактивными формами, играми или такими лекциями, какая была сегодня у нас. Даже, казалось бы, таким избитым или не совсем интересным темам можно привлечь внимание таким образом. Через те каналы, которые молодежь, подростки чаще всего используют, это как социальные сети, да, тот же YouTube или Instagram, какие-то проекты, вот именно через них придумывать, через доступную для них, привычную для них среду. У каждого в голове свое произведение искусства, у каждого свой музей. Мне это очень идея нравится. Спасибо вам большое за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Вопросы постобразования, вопросы создания новых общественных пространств, вовлечения уже имеющихся культурных пространств очень важны. И уверен, что в Якутии они имеют очень хорошие перспективы. До конца года у нас 10 лекций будет проведено в одном из публичных общественных пространств. И этот шаг, и другие направления нашей деятельности по развитию постобразования, они будут идти вперед для того, чтобы на самом деле это направление в нашей республике развивалось. Благодарю всех, кто сегодня смотрел выпуск. Присылайте свои комментарии, присылайте свои предложения. Если понравилось, ставьте лайки. До встречи!